сделаем групповую работу. А вы готовы? Да. Ну-ка, покажите, как вы готовы. Мы пришли сюда учиться, не лениться, а трудиться. Работаем старательно, слушаем внимательно. Молодец, молодец. Ребята, теперь делаем синклин. Синклин мы уже знаем. Что это такое? Например, давайте сперва нам надо знать слово действие и слово признаки. А что такое слово признаки? Кто мне отвечает? Ага, Абдрахим. Нет, Абдрахим пусть скажет. Слово «признаки» — это слово, которое описывает предметы и отвечает на вопросы, какие. Ага, молодец. Например? Например, красный, интересное, новое, веселое. Веселое. Слово признак, ребята, слово признак отвечает у нас? Какая, какой, какие. Правильно, да? Да. И, например, у нее, например, веселые, красные, еще новые, да? Веселые. Молодец, молодец. А теперь, кто скажет мне слово действие? Как скажет? Ага. Так, Дамир, скажи слово действие. Что это такое? Слово «действие» — это слово, которое называет то, что делают предметы и отвечает на вопросы, что делать, поет, гуляет. Вот так. Слово действие это у нас отвечает на вопросы, что делают и что делают, да? Например, поет. Еще, например, Гуляет. ага, молодец. Что делает поет? Гуляет, да? Так, ребята, теперь сделаем синклин. Молодцы. В одну слово берем и сделаем синклин. Сперва отвечаем на вопросы. Сперва у нас имя существительных. Кто что, да? Так. А потом у нас имя прилагательника. А потом глагол. Это слово действие, да? А потом нам надо делать уже предложение. Так, ребята, вы
еще? Делает. Делает, да? Отвечает на вопросы, что делает, да? Так, молодцы, молодцы, очень даже молодцы. Так, ребята, вы сегодня очень активно, даже грамотно приготовились. Молодцы, молодцы. Вам сегодняшняя тема вам понравилась? Да. Да, понравилась. Еще. Вам очень даже это. Так. Вам сегодняшняя тема понятна? Да.